Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдуллин. В эфире сейчас 11 часов дня. Наш собеседник, в эфире программа «Аспекты мнений». Наш собеседник Равиль Равилов, экоактивист. Ну, фамилия не настоящая, я объясню, потому что он сам так не захотел представляться. Но, тем не менее, я думаю, его все узнают. Пару слов, если можно, о себе скажите, пожалуйста, чтобы аудитория могла вас получше узнать. Я правильно понимаю, Добрый, что вы давно занимаетесь экологической защитой, в том числе защищали Куштау и присутствовали, в том числе в Баймаке, когда там оглашали приговор по делу Фаиля Алсынова. Напомню, что его внесли в список экстремистов и террористов. добрый день. Да, вы совершенно правильно понимаете. Даже более, так скажу, скажем, страта началась моя, так сказать, вот эта экологическая активность. И вот продолжаем потихонечку. Страта до Баймак, можно вот так сказать. Мгм. На всех присутствовал. Равиль Агай, ну, как бы получается, сейчас тема дня это Баймак, мы, конечно, и про Куштау можем поговорить и прочее, но все-таки давайте начнем с событий в Баймаке. Сейчас имеются как минимум две противоположные версии этих событий. Первая официальная, вы, наверное, знаете, что там были массовые беспорядки, организованные в том числе из-за рубежа экстремистами, сторонниками отделения Башкирии от России. А вторая версия, она такая, знаете, народная, что это было желание людей просто прийти на оглашение приговора Фаилю Алсынову, чтобы поддержать его и в надежде на справедливый приговор. А что там было все-таки, на ваш взгляд? Но вы имеете в виду 17 числа или... Давайте и 15-17. Ну, понятно, что сейчас основной акцент идет на 17 января. Ну, давайте вы в целом охарактеризуйте, вот что это было, почему люди пришли Ну, на площадь? пришли на площадь 11 числа изначально было. Так. Значит, да, мы там приехали туда, да, постояли. Ну, а зачем приехали? Ну, там человек, наверное, вот 200-300 было 11 числа, значит. И постояли, так сказать, показали, что мы поддерживаем Фаиля Алсынова. Уехали, ну, и оставили приговор на 15 число. Значит, я просто вот то видение скажу, как было, значит, со мной тогда. Приехали 15 числа, я не ожидал, действительно не ожидал, что столько людей будут. Там, скорее всего, не только я, там этого не ожидали никто, наверное. Так получилось, что там людей очень много было. Ну и 17 число, ну, давайте так скажем, зачем это произошло? Это произошло, да, конечно, не только из-за Фаиля, не только. Но если бы там на месте Фаиля был я, не было бы такого резонанса, понимаете, тоже вот так вот. Я или кто-то другой. Но опять-таки также не столько как из-за Фаиля. Почему? Потому что, ну, надоело народу этот. Фаиль, он как искорка там был того, что, значит, происходит в нашей республике. А в республике у нас происходит очень негативные явления с последующими, имейте в виду, с последующими негативными еще явлениями, не только для тех, которые вот участвовали. Сегодня, да, негативное явление это происходит в отношении тех, которые участвовали там. Не, ну давайте о причинах поговорим. Все-таки причинами что стало? Ведь причинами не вот эти задержания были, а люди же пришли на площадь, вы сказали, чтобы поддержать Фаиля Алсынова, но и у них накипело, я так правильно понял вас. Да. Если... А вот что накипело, что вызывает недовольство людей? Но недовольство людей вызывает откровенные воровства,
воровство во всех сферах. Во всех сферах нас это достало уже. Вот это беззаконие, творимое самим властью. Ну, беззаконие творятся в отношениях не только вот и насчет Рамиль, и, значит, там хоть и что-то, может, она и наговорила, но нельзя было ее настолько осудить. Творимые, вот, понимаете, даже вот про Чаковское сегодня, да, мы же понимаем, что рядом с Хабировым ходят воры. Ну, пока в отношении нее еще приговора суда да, нет. Нет, да, я имею в виду, да, я извиняюсь, в отношении нее нету судебных процессов, но во всяком случае арест имеется. Уже арестовали ее, так ведь? Ну, были другие примеры. Кучербаев, там приговор был, Беляев, там министры, короче говоря. Да, Я понимаю, о чем вы много. говорите, но я должен напомнить, что вы упомянули имя Рамили Саитовой, она внесена тоже в список экстремистов-террористов, сейчас находится в местах лишения свободы. Я не помню, какой приговор был, на сколько лет, ну, большой срок у нее был. Большой срок, да. В общем, получается, вся вот эта ситуация с коррупцией, с тем, что люди же не просто так собирались, в том же Ишмурзино, из-за того, что золотодобытчики те же землю разрушают, оставляют людям как бы... Понимаете, дело в том, что я был и в Учелах, в Учелинском районе был в Баймаке, и, ну, в тех районах, где Зауралье называется, да, значит. Но ужас там, что творится. Просто ужас. Горы мусора оставляет за собой. Но, понимаете, это как бы вот норма вещей. Для всех стала это норма вещей. Вот, ну, как бы, ну, что там, реку Урал, значит, изгадили. Ну, а что такого-то? Ну и ладно, зато золото же добыли, да, вроде как. Значит, но это понимание того, что мы воспринимаем это уже как норма. Это очень плохо. Давайте вернемся к событиям 17 января в Баймаке. Тем более вы лично все видели. Допустим, вы с самого с утра пришли, удивили, что много людей. Потом вышел адвокат, насколько я понимаю, огласил приговор. Что было дальше? Когда ехали туда, уже, значит, колонна машин меня удивила. Колонна машин удивила просто. Из многих мест приезжали туда. С утра, значит, посмотрели. Народу было 1,5 раза больше, чем 15 число. 1,5-2 раза, может, если не 2 раза там. Очень много было народу. Значит, я прошелся там, увидел знакомые лица некоторых, но актива тех ребят не было никого. Меня это очень удивило. Значит, хотелось посоветоваться с кем-то, поговорить, но с теми, которыми можно было вести разговор, уже не было никого. Увидел знакомых товарищей, которые служат в органах, подошел к ним, переговорил с ними. Я вообще люблю поговорить хоть с кем. Понимаете, вот у нас же говорят, значит, вот он враг или не враг. Нет, никто из нас не враг. Мы народ Башкортостана. И всегда надо находить какое-то соприкосновение вот так, чтобы можно было поговорить, объясниться. Но они мне сказали, что Фаилю, скорее всего, не то, что, скорее всего, Фаилю уже приговор есть. Потом вышел, значит, вот адвокат,
объявил. И там уже, я уже видел молодежь, малайлар, они бегали туда-сюда, айда, говорит, айда. Они собирались, бегом вот так туда-сюда бегали, значит, и смотрю, они побежали в сторону, там, где стояли ОМОН, те края. Я уже понял, что здесь мне как бы ловить нечего. Хотел как-то свое слово сказать, там, выйти, остановиться. Вот этого я действительно не хотел. Там этого конфликта никто не хотел. Но получилось так, как получилось. И очень большой опыт для многих здесь проявился. Очень большой опыт кто-то набрал для себя. Кто-то будет жалеть, кто-то чего, как вот действует дальше. Ну, нам надо, наверное, разговаривать, общаться и вот ложить в мирные русла. Вот это все. Ну, мы об Как-то этом надо... поговорим, мы поговорим. Но вот я хотел бы все-таки немножко разобраться в деталях. Вчера, по-моему, стало появляться видео в соцсетях, где башкирские активисты распространяют и говорят, что это свидетельство того, что сами столкновения начались с провокаций. С провокаций, причем со стороны силовиков, людей, которые были в гражданской одежде, но стояли за спинами ОМОНовцев, и кто-то из них стал кидать там лед. Вот, и, возможно, это и спровоцировало. Ну, как бы я не утверждаю, просто есть такое мнение, есть такое видео. Видели такое видео? Есть у вас своя позиция на этот счет? Да, конечно, я видел это видео. Но предполагаю, что все-таки, да, конечно, было это целенаправленно сделано теми, которые хотели, чтобы там вот это и произошло, столкновения произошли. Ну, там действительно, что греха таить-то, народ собрался, и маленькая искорка могла разжечь вот это столкновение. А не было никого, которые бы могли остановить, понимаете? Ну, Дело в том, потому что что активистов заранее же, за активистов день всех до этого собрали, всех, арестовали же, их задержали да, многих там. и некому было выйти, сказать, этот Ильяс-то вышел он, я видел его там, с ним переговорил, пару слов, перекинулся, и все. Он же вышел, сказал, давайте остановитесь, все, хватит, уходим на стол переговоров, уходим. Он так и сказал, но уже не остановить было. И мне кажется, и ни ОМОН, ни власти не хотели этого остановить. Они не хотели останавливать вот это столкновение. А почему? Кому это выгодно? То есть кому выгодно, чтобы у нас Ну, в выгодно. спокойной республике происходили какие-то столкновения? Я не знаю, кому это тут выгодно. Зачем? Вот иногда думаю, Хабирову зачем это? Зачем это Хабирову? Значит, выходит, что он хочет, вот сегодня же он продолжает, до сих пор продолжает, значит, арестовывать тех, кто приезжает по деревням, по селам, значит, арестовывает людей. Он хочет Чечню устроить здесь у нас, что ли? Может, он этого хочет? Да, у него в характере у него есть такой, промелькает жесткость в его действиях. Очень жестко старается он показаться для народа. Вот так только думаю. Угу. Вы же были еще и на событиях на Куштау, и можете Да? сравнивать. Есть что-то общее между событиями на Куштау и событиями в Баймаке, на ваш взгляд? Но на Куштау, скажем так, я 15-го был, меня избили,
избили прямо, и при полицаях сдали полицаям, арестовали меня, значит, штраф там мне выписали. Избили хорошо, я заявление написал. До сих пор это заявление не рассматривается. Не рассмотрели. Да, нет. Я не то что узнал, увидел того парня, который меня избивал. Он командовал там на Куштау, вот, из Титушек. Но никто этим уже не интересуется. Ну и я махнул рукой как бы. Тогда, наверное, на Куштау мы же гордимся, что мы победили там. Понимаете? Мы гордимся, что победили. Но мне кажется, туда Хабирова привело не столько как народа гнев, сколько как вот так пальцем ему показали, иди туда, значит, стань там, пока мы поменяем хозяев содой. Понимаете? И тут хитро очень поступили. И овцы целые, и волки сытые. Да, мы радуемся, что Куштау остался нетронутым. Но это не означает сегодня, уже не означает, что появится желание даже на Тратау. Даже на Тратау. Я вот очень вот анализирую, много смотрю, значит, ну, поставить там вышки с пулеметами, и никто не полезет. Понимаете, вот в чем дело. Скажет военное время, и давайте нам сырье нужно. Все может быть. От них станется. Ну вот была версия одного из политтехнологов, мы общались, Аббас Галямов, он признан иноагентом. У него, говорит, одна из версий возможных, то, что сейчас зачищают тех людей, активистов, которые могут возглавить протест в случае, если снова СОДе потребуется сырье. Сырьевая же проблема до сих пор не решена. Может быть, такая версия быть как бы обоснованной, на ваш взгляд, или нет? Может быть. Может быть. Я встречался с Аббас Галямовым, когда мы защищали Тратау. Значит, меня пригласили в Белый дом. Я, наверное, один из тех активных защитников был Тратау. Наверное, он хотел узнать у меня. Мне показывали, значит, документы, что Муртаза Убайдуллович, мол, подписал Тратау на разработку. Ну, по ушам ходили, мне очень сильно показывали документы, да, и хотели узнать, что, как, мнение народа, то все. Но я люблю поговорить, но мнение свое не меняю, понимаете? Вот так как-то. Да, Тратау, даже я боюсь, Тратау могут на Тратау. Понятно. Потому что проблема до сих пор не решена. По крайней мере, ни власти, ни СОДа не сказали, что вот мы уверены, что у нас теперь есть какое-то решение, там, поменять технологию, допустим, или еще что-то. Ну, пока об этом никто ничего не говорит. Ну, давайте немножко вернемся еще раз к событиям в Баймаке. У меня такой вопрос. Вы говорите, что видели там сотрудников правоохранительных органов, разговаривали с ними. А видели ли вы представителей местной власти? Администрации района, сельсовета, там, не знаю, депутатов. Нет, никого. Там 11 числа никого не было. Мы, еще раз повторяю, мы пришли туда на оглашение суда не для того, чтобы это какой-то протест, на протестный митинг устраивать. Нет. Мы пришли туда на оглашение суда и выразить свое несогласие. Но никого из властимущих
районных ли, или вот местной власти никого не было. Просто не было никого. Ну, а что ж тут это? И смотрите, еще вопрос. Там же, получается, в понедельник, 15 января, появилось видео, уже, получается, оно записано было в конце уже, когда заседание закончилось. Люди прям требовали отставки Радия Хабирова. Как это появилось? Как это получилось? Там, скорее всего, это проявилось спонтанно, более спонтанно. Понимаете? Не, ну, это прямо рядом со мной было, происходило. Значит, Ильдар туда-сюда бегали, и давай, обговорим, поговорим, давай ты скажешь. Вот так это и было. И Ильдар сказал, опять мне говорить. И, Ну, и в он итоге сказал Ильдар то, уехал за что... пределы республики, чтобы его, видимо, за те слова не притянули. Да, наверное. Ну, а что такого он такого сказал? Ну, конечно, мне не нравится в его словах кое-что, там, внешнее управление, например, да, значит, но среди нас вообще это идет вот такие моменты, значит, несогласие какого-то взгляда, понимаете, мы разговариваем друг с другом, но мы не деремся, мы как-то вот идем, мы не согласны в одном, не согласны, как ведется вот жизнь республики, как идет жизнь в республике. Мы не согласны с воровством, с обманом, ложью. Вот уже все это так надоело людям, понимаете? И я считаю, это надоело и им самим. Я думаю, что даже Хабирову это не нравится. Вот большая ложь. Это же большая ложь, все это. Ну а куда ему деваться? Он уже сел в сани, откуда он не может выйти, слезть, как говорится. Но дело в том, что вот эту систему власти, которую он сейчас ведет, да, он же оставит своим детям, понимаете? Он оставит нашим детям. Вот все это грязь, все это ложь и ненависть. Прямо в народе ненависть почему-то очень сильно чувствуется. Вчера был в центральном рынке Стерлитамаки. Чуть-чуть дверь открываю, чуть-чуть задел машину одной дамы. Такой вой подняла. Прямо я уж извините. Прямо ужасно было. Я это почувствовал, такая ненависть в народе, понимаете? Вот это все хотят оставить нашим детям. Вот в чем беда, вот в чем вот страшно это. Это беда большая. Ольга, вы говорили о том, что сейчас идут аресты и задержания. Мы тоже об этом рассказываем. Что вам известно на данный момент? Да, у моих знакомых вот уже пару человек взяли рядом, которые со мной, значит, и приезжали в квартиру одному моему близкому другу, приезжали, но его не застали. Но идет планомерно зачистка, скажем так. Видимо, ну, это террор населения. Вот так скажу. Каким это последствиям может привести, на ваш взгляд? Вот такая политика властей. Но им хотят они, не хотят, им это, видимо, надо продолжать по их взглядам. Ну, логика понятна, да. Раз люди выступили, были столкновения, надо наказать кого-то. Да, но это опять-таки нагнетается, опять-таки вот душу плюют. Сейчас
прохожу, сказать, не сказать, по улице. Уже второй человек подходит, Равиль Агай, и суют деньги. Зачем? Помоги им. Чтобы вы передали тем, кого задержали. Понимаете? Да, вот. Меня это удивило. Ну, это какой-то признак солидарности человеческой, или так, понимания какого-то, доброты как раз, а не ненависти, наоборот. Так ведь, согласитесь? Тоже, с другой стороны, да, тоже. Но, понимаете, дело в том, что раздел проходит уже. Какой? Вот здесь ненависть, здесь это сплоченность. Ну, между кем и кем? Между богатыми и бедными, между властью там и рядовыми гражданами, между силовиками и скажем, людьми без погон. Какой вот раздел проходит? Раздел между властью и бедными, скажем так. Властью и бедными. Но те, которые за власть, они же те, которые, скажем так, работают в сфере государственных услуг, они боятся того, что их могут уволить. Они боятся того, что они могут оставить семью без финансов. Это, конечно, страшно. Но они понимают, сами прекрасно понимают, что вот и Фаиль, и Ради Хабиров это вот разные полярные эти. Понимаете? Вот что я хочу сказать. Муртаза Губайдуллович у нас был сыном башкирского народа, так ведь? Вот. Это признают все. Значит, и Фаиль, сын башкирского народа. А Ради Хабиров я служил в Армении. Я знаю армянский народ. В 76-м году, 77-м году служил в Армении под Советашином. Значит, они очень добродушные для солдат были. Солдат они уважали как-то вот так. Но Ради Хабиров в глазах башкирского народа любимый зять армянского народа. Понимаете? Это разница огромная. Вот, а в чем тут, я не понимаю, пусть он дружит там с армянским народом, в чем проблема? Нет, я ничего не против, никто ничего не скажет, понимаете? Мы же Просто уважаем ходят слухи, что идут всякие привилегии людям, там, бизнесменам из Армении. Вот, видимо, вот это возмущает народ. Но народ-то понимает, с одной стороны, любимый сын башкирского народа, с другой стороны, любимый зять армянского народа. Вот здесь какая разница. Вот все. Сейчас этим много сказано. Понятно. Но вы же не хотите сказать, что вы за национализм какой-то выступаете, правильно? Нет. Я, наверное, националист в душе, националист, как бы вот за язык я, понимаете, что вот. Вообще я за то, чтобы, значит, за такую отличную, в хорошем слове сказать, федерацию. В законах написано, у нас законы все отличные, хорошие, но их только вот не выполняют власти. Они их не выполняют. Вот беда-то в чем. Я за сменяемость власти. Сменяемость там русский, татарин, башкирин. Один раз, вот сейчас считаю, один раз, значит, выбрался в главу республики, 5-6 лет, и все, пока надо уходить сразу, уходить надо. И после ухода, считаю, надо, чтобы
он отвечал по законам, по тем законам Российской Федерации, значит, если он нарушил закон, он должен, если своровал что-то, сесть в тюрьму. Вот. Глава региона должен быть вот так, по законам. И все бы вот так за это проголосовали, так ведь значит. Но республика Башкортостан, понимаете, дело в том, что, ну, давайте так, уважим тоже народ башкир, значит, чтобы язык был в должном уровне, все это развивалось, все это, чтобы это было, хотелось учить башкирский язык. Ну, чтобы он был модным, Да, да. чтобы он был современным, чтобы изучение было современным, методиками, да. не Чтобы... просто так вот, как раньше по старинке, по книжке, но еще всякие игры были, там еще что-то Да, там. конечно. И чтобы русские не говорили, понимаете, не говорили, что, значит, ой, да, этот башкирский язык, отстаньте от меня. Иногда же этот есть, бывает, тут у нас в селе проходило собрание, а село Башкирское, школа башкирская, собрание проходило. Значит, это лет 5 тому назад, наверное, 6, если, или 7. И вот одна русская ребенка привела, и собрание проходит. Она стала, значит, это потребовала, чтобы только на русском собрании провели. Все это явление до района дошло, прокуратура приходила, значит, ну, мы хотим, вот мы хотим как-то на своем языке провести. Мы же общаемся, мы понимаем друг друга с полуслова. А на русском, если разговаривать, значит, это как-то по-другому. Вот так же, как... сложнее вам. Да. Понятно. Ну, что такое? Меня это удивило сильно, конечно. Ну, стремление к диалогу должно быть со всех сторон, понятное дело. Да, ваше мнение? Она понимала башкирский язык. Почему нет? Ну да. Многие русские знают башкирский язык, кто живет давно, кто считает это, это же нормально, уважительно так относиться, хотя бы на разговорном уровне понимать. Хорошо. Вопрос. Что, по-вашему, все-таки стоит сейчас сделать, чтобы не нагнетать ситуацию? Сейчас я пока вижу то, что власти стараются раздуть дело. Там, вот меня очень возмутил ролик, якобы все началось там из-за рубежа, там все это башкир за отделение республики от России выступает. Но я вообще этого не слышал никогда, чтобы кто-то здесь заявлял именно здесь, в республике, что да, давайте отделимся. Не было такого. Может, были отдельные мнения людей отдельных, и тех, кто сейчас за рубежом, может быть, это, ради Бога, это их мнение. Как вы считаете, что сейчас нужно делать? Хочу сначала сказать насчет отделиться. Да. Я не слышал. Вот я же хожу там рядом с Фаилем, бывало, значит, мы встречались. Я не слышал ни от кого, чтобы отделяться. Вот нет, этого я не слышал. И я не предлагал. Понимаете? Федерация хорошая, да, а то, чтобы отделяться, но это мы не готовы ни к чему этому. Зачем? Зачем вытаскивают, и некоторые люди вытаскивают этот вопрос. И сам Хабиров зачем мусулит этот вопрос? Вот отделиться, вот, мол, они хотят отделиться. Зачем? Спрашивается. Ну, ясно, что он хочет этим показать, что это они экстремисты. Нет, сейчас можно сказать вот так. Я вспомнил это. Экоактивист, экстремист. Понимаете? Экоактивист, экстремист. Общественник, экстремист.
Понимаете? Сейчас они хотят делать Исраиля политика экстремиста. Вот в чем беда. Фаиль-то выступает. Вот я слышал, значит, вот он воровал что-то где-то, значит, что-то он с малых лет, оказывается. Недавно моей заловке звонили из Уфы, знакомая корреспондент, не корреспондент там, значит, и говорят, значит, вот он, оказывается, он с малых лет такой воровал, оказывается, понимаете. Нет, Фаиль, он душа человек просто. Это, поет, песни поет, пляшет, что-то, работает. У нас как работают-то? Работают как? Почему неофициально, видимо, работал? Потому что официально работать, это, понимаете, это надо постоянно бояться. Бояться надо власти, что вот тебя уволят, что или петь их песни. Понимаете? Вот что страшно. А то, что вот моих знакомых многие занимаются строительством, и они, можно сказать, не то что разбогатели, а живут в достатке. Это да. Ну, давайте расстреляем мы их. Зачем только? Ну, это в кавычках вы, конечно, Да, говорите. да. Ну, зачем? Ёлки-палки, ну, как-то человек, четверо детей, он никак, мы с Ваилем и бывало ругались, я не то что ругались, он всегда равилагай, я его критиковал, скажем так, за какие-то действия. Критиковал вот так. Все-таки он же, если взялся за экологические, общественные дела, он должен думать о том, что он когда-то станет главой республики. Он должен это думать. Я ему вот так и говорил. И поступать соответственно. Не Не так на вот. эмоциях, а более взвешенно, Не да? на эмоциях. Ни в коем случае. Вот у него иногда проскальзывают эмоции. Вот этого я ему прямо и говорил. А в остальном он парень, что надо. Он наш парень, башкирский парень, республиканский парень, многонациональной республики, который старается, чтобы все было у всех в достатке, который старается не только, чтобы я или его семья жили хорошо, чтобы он старается, чтобы законы соблюдались. Вот в этом... Ну, в этом же нет никаких каких-то радикальных требований. Все это в порядке вещей. Так и должно быть. То есть закон должен соблюдаться. Да? Все должны жить хорошо, благополучно, в достатке. Как бы это же всех, как бы, я думаю, объединяет. Никто против этого не выступает. Но тем не менее, сейчас вот что происходит. Идут аресты, задержания. На пятницу назначен митинг, концерт в поддержку Ради Хабирова. Это все правильное действие власти? Это успокоит ситуацию или нет? Нет, это не успокоит ситуацию. Она расколет, больше расколет ситуацию. И намного больше. Хабиров, видимо, не понимает, что зашел глубоко в этом деле. Понимаете, вот я же сказал, вот по дороге встречаются люди, выражают свое уже мнение как-то. Многие, и не только башкиры, русские, татары уже солидарны с Фаилем, с его позицией. А его позиция это не экстремизм. Перестаньте врать, что он экстремист. Да что это такое? Хватит, наверное. Мы же уже откровенно врем.
И это норма вещей становится для наших детей. Просто это иногда в душе так переворачивается, такие эмоции, понимаете? Нельзя так делать. А не понимают? Не понимают. Они уже, у них закусило у дела. Равиль Агай, а представьте, что вы, условно говоря, сидите напротив Радия Фаритовича Хабирова. У вас есть там 2-3 минуты сказать ему какие-то важные слова. Что бы вы сказали? Боюсь, до него не дойдет ничего. Ну, тем не менее. Ну, сказал бы, давай остановись, давай соберемся Аксакалы, хотя бы Аксакалы. Вот Ней выступала, как ее? Альфия Султанова? Альфия Ниязовна выступала. Я у нее дома бывал, значит, мы с ней знакомы. Но так меня сильно это обрадовало, понимаете, в душе стало. Почему? Потому что такие люди, они никогда не занимались политикой, общественными делами не занимались даже. Понимаете, она ученый просто. Хотела все для республики как бы вот работала. А оказалось, что она понимает, что для ее детей грозит опасность. Опасность грозит, понимаете, если она не выскажется. Опасность не в том, что вот завтра за ее детьми начнут охотиться. Нет, конечно. За ее детьми начнут охотиться через год. Вот. У них отберут права. Права отберут. Свободу слова отберут. Их могут заковать в цепи, ее детей. Если она... нам надо откровенно высказываться уже. Пора. Остановись, Ради Хабиров. Пора останавливаться, иначе это халық каргышы. Это своих детей пожалей. Пожалуйста. Переведите фразу, я не совсем понял, халакарга. Что вот это слово? Ну, в душу ляжет, что ли, или как? Нет, проклятие. Проклятие народа будет? Да, проклятие. Ну, это страшнее. Высек я в камне проклятие, чтоб дети мои узнали о том. Это память народная. Память народная. Халық каргышы — это очень страшная вещь. Ну да. Тут вопрос от нашей аудитории спрашивают, может быть, вы знаете, а можете ответить, не знаю. Про Фаиля Алсына спрашивают, как будет жить семья Фаиля, 4 детей по миру пустить, спрашивают. Как башкиры поддержат его семью? Поддержат. Но, да, поддержат однозначно, конечно. Это, пока мы поддержим, да, конечно, будем поддерживать еще. Но меня удивило, Тинькофф банк, ее, вот жены Фаиля Алсынова, значит, заблокировали. 4 детей. Хабиров, 4 детей блокируют карту жены Алсынова. Чтобы не присылали помощь, да? Да, чтобы детей не кормить. Чтобы она плакала больше. Но меня сейчас это начинает возмущать. Возмущать, понятно. Вы тоже на эмоции выходите, хотя я понимаю, что вы взвешенный человек, но тем не менее. Понятно. Ваше мнение понятно. Вопрос все-таки вы не ответили насчет концерта до конца. Как вы думаете, там вот то, что сведения идут, что это по разнарядке,
А с официальной точки зрения, что это люди сами решили провести концерт, вообще нужен он, не нужен? Есть ли риск, что туда придут люди с противоположными взглядами, и будет опять какая-то искорка, и все? Ой. Ну, я бы не хотел, чтобы там искорка произошла, конечно. Опять-таки, опять не остановится же. Ну, то есть вы Как бы. советуете не ходить туда людям, которые, там, допустим, Не, Хабирова я не ничего поддерживают? не советую. Стоп, стоп, стоп. Нет. Я ничего не отрицаю и не это. Пусть люди как Почему? сами хотят, Потому так, что, как так и делают, да? да, делайте так, как вам велит сердце. Вот так. Мгм. Иначе Ну, нельзя. Иначе давайте нельзя. на этом по вашему пожеланию остановимся. Я бы хотел еще пару тем затронуть. Все-таки вы же не только вот Куштау, Таратау защищали, там были на других событиях. Вы же знаете и другие темы. Например, меня интересует Городище-2. Вы же в теме, да, вот этой ситуации? Да, Что, по-вашему, здесь происходит? Почему как бы памятник стараются, хотят отдать под застройку рядом территорию, допустим? ну, насчет городища, вот с патриотами мы пришли день Салавата Юлаева отметить. И вот несколько из наших людей мы очень настойчиво попросили Сагита, значит, давайте спустимся туда, посмотрим все же. И вот с этого дня началась, хотя это и Рамиля начала, все, вот городище. Мы собрались, человек, наверное, под 100, вот с этого началась. Но мы увидели, что там вот нас возмутило вот это, наверху было это объявление, вот стройка, вот это все. Мы поняли, что там хотят строить. Ну, почему возмущает? Потому что, ну, действительно, какой-то народ же жил здесь, понимаете? И тем, что вот на этом месте постройки церкви, на этом месте прямо, постройки церкви, отрицать, что там жили древние уфимцы, скажем так. Почему я не говорю башкиры? Потому что как только я скажу башкиры, значит, тут же начинается как бы со стороны татарской стороны, со стороны русской, вот, это то все. Но давайте изучать, кто жил, кто был. Но не христианин там жил, понимаете? Они Ну, не там, в христиане. древние времена не было такого, конечно. Да, но вот лет тысячи назад уже там были, скорее всего, вот мусульмане. Так ведь, значит, это там, это в Ну, этих раскопки местах покажут, в мусульмане. любом случае, как бы, надо исследовать Да, все эти слои культурные. да, пускай покажут, кто жил, какой-то народ же жил. Вот документально, это ученые должны нам говорить, а не от того, что я вот хочу там, что вот башкиры. Но, понимаете, дело в том, что у нас эпос есть, Урал-Батыр, у нас башкир, значит, эпос, и все это. Надо все это сообразно к этому изучать, вот все это, понимаете? Сообразно к этому, потому что все-таки башкирский народ, он древний, есть такие моменты, и отрицать этого тоже не надо. Все надо учитывать. И ученые должны дать свое слово, сказать, что тут... А ведь фактически городище-то есть, жили, город там был, значит, там кузнечные эти были, понимаете, это же доказано. Ну, В это интересная Казани, история. Надо изучать историю, а не разрушать ее. Я вас правильно понимаю. Вот вы да, этим в возмущаетесь. Казани, как мы знаем, там монету нашли. И вот татары молодцы, понимаете, хотя много спорных моментов там, но
фактически татары молодцы на этом. Они умеют пролезть куда надо, сказать где надо, умеют правильные слова сказать. А мы как на Баймаке. Вот так. Еще один вопрос, наверное, последний, потому что после нас будет еще одна программа. События в Подольске. Это, по-моему, Хайбульский район, да, если не ошибаюсь? Да. Вот, там разрабатывают месторождение медно-цинковое, и целое село хотят переселить. И жители села недовольны тем, что с ними как бы этот вопрос тоже не решили. Ваше мнение, здесь действия властей правильно или нет? Действия властей, как везде, как всегда, неправильные. Я был там в Подольске, знаю людей там оттуда, значит, также, но меньшими затратами они хотят получить золотой кусочек. Вот и все. А людей обмануть. Конечно, люди тоже своего рода не готовы. Вот вообще народ в тех краях, я был вот, в Баймаке, да, меня удивило, что 11 числа, когда приехал, меня удивило 50-х годов, наверное, двухэтажки вот эти. Город Баймак. Вот как смотрят, вот Хайбулинский район, Баймакский район, они заброшенные районы, а сколько богатства оттуда выкачивают. Вот сколько воруют там. Нет, никто не против, давайте предприятия, пускай будут предприятия золотодобычи, все это, вот то, что Подольский добывает, пускай будут, но давайте на цивилизованных основах это делать. Понимаете, и Фаиль вот это предлагает. Никто из нас не говорит, что все, стоп, мол, это и стоять. Нет, цивилизованно действовать надо, а не так, как действует команда Хабирова. Воровать умеют, обманывать умеют, и все. Больше ничего не умеют. Вот. Хорошо, я понял. Подольский народ обманывает. Вот так только, и все. Последний вопрос. На что лично у вас есть надежда? На федеральный центр, вот в связи с последними событиями, на что-то еще? На разум, может быть, республиканской власти? На федеральный центр у меня нету надежды. Потому что и Куштау, она все оттуда. Они и федерализм, который нарушается, все оттуда. Мы должны смотреть правде в глаза. Не знаю, может услышать, что так нельзя дальше жить. Мы не должны оставлять детям, вот сода, значит, на гидель ртутосодержащие сливает. Вы понимаете? Ртутосодержащие сливает. Это суд был, все это разрешено. Мы все гадим. Я спросил у ученого, если на Тротау, если все законы Российской Федерации по экологии выполнять, будет ли работать сода? Смеются. Конечно, нет. Если законы выполнять, сода не будет работать. Остановится. А законы написаны кровью. Нашей кровью, наших предков, все. Они написаны для чего-то. А ведь не выполняем совершенно. И это преподносится
как необходимость. Одной рукой убиваем, вот, убиваем душем все. Они на что надеются? Вот я надеюсь на то, что те, которые делают сегодня преступления, они одумаются, что вот мы же оставим, елки-палки, мы же оставим детям вот этот хлам. Сейчас сегодня дети Хабирова, взрослые дети Хабирова за границей живут, а малолетние дети Алсынова здесь живут. Алсынов экстремист. Вот все это мы понимаем, все понимаем, а как будто это обыденно стало. Давайте на этом поставим точку, чтобы люди подумали, взвесили все сами, своими мозгами, собственно говоря, раскинули. Напомню, что это была программа «Аспекты мнений». У микрофона был Разиф Абдуллин, мой собеседник Равиль Агай, экозащитник, защитник Куштау. Спасибо вам большое за участие в программе. Спасибо вам. Всего доброго. Да.